Доброе утро, дорогие телезрители. Это «Утро Якутии» на каналах Якутия-24 и НВК Саха. И этот утренний эфир проведем для вас мы, Полина Долинская и Руслан Ачиров. На календаре у нас 1 июня. Во-первых, это первый день лета, а также это самый-самый детский праздник. И сегодня мы узнаем, когда же начнут работать детские оздоровительные лагеря и куда можно отправить своего ребенка на отдых. Также мы подведем итоги конкурса рисунков, который организовал наш телеканал Якутия-24. Мы подготовили для вас наши постоянные рубрики «Говорим правильно» и «Книжная полка». А в конце программы вас ждет сюрприз от Центра колонетики и танца. Флешмоб с участницами клуба «Леди Плюс». Ну а также хотелось бы напомнить, что работаем мы в прямом эфире. И вы всегда можете отправлять на наш номер WhatsApp свои сообщения, поздравления, делитесь планами на это лето. А также поздравляйте своих любимых деток с Днем защиты детей. Номер телефона 8 914 273 44 88. Ну и, конечно, да, начнем мы наш выпуск с прогноза погоды. По данным Якутского гидрометеоцентра, в 6 часов утра столбик термометра в центральных районах показал 8-11 градусов, в заречной группе также 8-11 градусов тепла. В южных в Алдане сегодня плюс 7, в Нерюнгри плюс 6, в Вилюйской группе Улусов от 11 до 12 градусов со знаком плюс, в Нижнеленских 10-13. В западных 11-12 градусов тепла, в Колыме-Дигирской группе Улусов 12-17. В Янских 7-15 градусов. На северо-западе теплее всего будет сегодня в Валенке. Здесь ожидается плюс 13 градусов, в Тиксе плюс 5. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра составила 11 градусов тепла, атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный дует со скоростью 3 метра в секунду. В течение дня небольшой дождь, ветер северо-западный подует с порывами от 4 до 9 метров в секунду, днем 20-22 градуса тепла. Ну а с подборкой актуальных новостей на этот час нас познакомит новостной обозреватель Сергей Михедов. Коллеги, доброе утро, доброе утро, уважаемые телезрители. Новости к этому часу. Для жителей Якутии стала доступна третья вакцина от коронавируса под названием Ковивак. Препарат завезли в Якутию на прошлой неделе. И теперь она доступна практически во всех учреждениях здравоохранения. По словам врачей, Ковивак разрабатывалась по классической технологии и содержит в себе инактивированный вирус. Простыми словами, эта убитая вакцина состоит из микробных частиц, которые выращены в культуре, а затем были убиты при помощи метода термической обработки. По мнению специалистов, Ковивак – вакцина мягкого действия, она практически не вызывает поствакциональных реакций. Вакцину такого рода также разрешено применять хроническим больным. А вот поступила вчера у нас вакцина Ковивак. Это института Чумакова вакцина, инактивированная, концентрированная и очищенная. Это очищенный коронавирус. Они делают же, в институте Чумакова делают традиционные наши вакцины. Все вакцины делают. И корь, и от полиомиелита. И даже детям, они же давно же получаем мы, детского возраста получаем. И вакцина очень, по-моему, очень хорошая. В перинатальном центре Якутска для женщин с ковидной инфекцией сформировано акушерское инфекционное отделение, в котором на сегодня в связи с увеличением пациенток с ковидом есть 20 коек. По статистике за 2020 год там родились от матерей с коронавирусной инфекцией 233 новорожденных. В этом году 70 новорожденных. Все дети были ПЦР-отрицательные. Также в изолятор поступают новорожденные из других медучреждений, которые болеют ковидом. В перинатальном центре они получают лечение и с выздоровлением переводятся на второй этап выхаживания в отделение патологии новорожденных. Какие еще меры безопасности принимают врачи перинатального центра? Во-первых, сформированы карантинные зоны
На уровне приемного отделения, когда беременные поступают, у них делается забор на ПЦР, анализ на ковид, да, и ИХ. Затем они переходят в родильное отделение, получают там уже результат. Рожают женщины там в карантинных зонах, в отдельных родовых залах, которые рассчитаны на одну беременную женщину, на одну родильницу. Да? И только после этого, при получении результатов, женщины переводятся вот в наше акушерское физиологическое отделение. К другим темам конкурсная комиссия определила победителя отбора на право получения единовременной выплаты учителям, переехавшим на работу в села и малые города по программе «Земский учитель». В конкурсе приняли участие 68 претендентов на 16 вакансий. Победители программы получат единовременную выплату в размере 2 миллионов рублей. Для этого они должны заключить трудовой договор со школой, расположенной в поселке, с населением до 50 тысяч человек и отработать в ней не менее 5 лет. Жители Амги поддерживают здоровый образ жизни на стадионе Амга-Олимп. Желающие могут заниматься спортом, также оздоровительным фитнесом. Тренировки ведет инструктор по фитнесу Сандара Павлова. Помимо занятий фитнесом, тренер ведет беседу о здоровом питании. В данное время в секции занимаются более 20 человек. В спортивной программе также есть отдельная группа 50+, где желающие занимаются по разнообразной методике. С начала фитнеса в Амге, наверное, более 100 человек уже прошли через фитнес. Приходят, уходят, но бывают такие люди, которые остаются или возвращаются обратно. Начиная от 18 лет до 55 лет женщины. Также у меня есть программа 50+, где занимаются люди уже возрастные. Эта программа предназначена для людей, которые мало двигаются, и там никакого интенсива нету. Спокойные упражнения именно для оздоровления. Таковы новости к этому часу. Оставайтесь с нами, будьте в курсе. С Якутией 24. Удачного дня! Спасибо Владу Давыдову за актуальные новости к этому часу. Вот и наступило долгожданное лето, и не за горами тот самый пляжный сезон. И для того, чтобы держать себя в тонусе, друзья, делайте зарядку вместе с Марией Мироновой. Доброе утро, меня зовут Мари, я фитнес-тренер. Я покажу сегодня отличную зарядку, которая заряжает на полный день. И поехали! Итак, первое упражнение. Мы ручки напрягли, прикрыли пах, встали на носки. И делаем выпрыжку на носках, ножки в стороны вместе. И ручки над собой поднимаем. Работаем в течение 20 секунд, отдыхаем 10 секунд. Итак, второе упражнение. Мы делаем выпад назад, колено 90 градусов, спинка прямая, в поясничке легкий прогиб. Работаем также в течение 20 секунд, отдыхаем 10. Итак, третье упражнение. Из состояния прямо мы ползем в планочку, не опускаемся вниз, просто зафиксированный корпус и обратно поднимаемся на прямые ножки, наверху выдох. Четвертое упражнение. Мы садимся в стул, делаем легкую выпрыжку вверх на носки и обратно также приземляемся мягко на носки. Колени 90 градусов, ягодицы отводим назад, в пояснице легкий прогиб. Пятое упражнение. Мы делаем выпрыжку на носках вперед-назад, при этом совершаем удары ручками. Из состояния стульчик, из приседа, да, мы совершаем подъем вверх, делаем локоть колена на выдохе, обратно возвращаемся в стул, делаем носок, ручка, обратно в стул, противоположная рука, опять колено, опять сели в стул и опять противоположный носочек на выдохе. Ну что, была отличная зарядка, желаю всем прекрасного дня и пока! Пейте, дети, молоко, будете здоровы. Эта фраза в полной мере относится к 1 июня, дате, когда весь мир отмечает не только Международный день защиты детей, но и Всемирный день молока.
О том, какие еще праздники и знаменательные события выпадают на дату 1 июня, узнаем в следующей рубрике. 1 июня – Международный день защиты детей, Всемирный день родителей, Всемирный день молока, День Северного флота ВМФ России, День военно-транспортной авиации России и День создания правительственной связи России. По народному календарю, если 1 июня идет дождь, то весь месяц будет сухим. 1 июня 1725 года в России учрежден орден святого Александра Невского. В 1918 году в этот день появилась Государственная архивная служба или Росархив. 1 июня 1933 года ввели в строй Челябинский тракторный завод. 1 июня 1938 года – день рождения самого знаменитого героя комиксов Супермена. 1 июня 1980 года начал вещание канал новостей CNN, ставший одним из самых успешных проектов в истории мирового телевидения. В 1963 году 1 июня родился Алексей Бестужев-Рюмин, русский государственный деятель и дипломат. В этот день в 1804 году родился Михаил Глинка, русский композитор, основоположник русской классической музыки. 1 июня 1844 года появился на свет Василий Поленов, русский художник-передвижник, мастер пейзажной и жанровой живописи. 1 июня 1926 года родилась Мэрилин Монро, американская киноактриса и певица. 1 июня 1959 года на свет появилась Надежда Кадышева, советская и российская певица, народная артистка России. В 1960 году в этот день родилась Ольга Кормухина, советская и российская певица, заслуженная артистка России. Именины в этот день празднуют Александр, Анастасия, Андрей, Антон, Валентин, Василий, Виктор, Георгий, Григорий, Дмитрий, Иван, Игнатий, Корнилий, Максим, Матвей, Митрофан, Михаил, Николай, Олег, Ануфрий, Павел и Сергей. Сегодня отмечается Международный день защиты детей. Это праздник каждого ребенка, но у этого праздника есть и обратная сторона, которая, возможно, намного важнее самой идеи веселья. Главная цель Дня защиты детей – это заострить внимание общественности на реальных детских проблемах. Эта идея напрямую присутствует в названии праздника, поэтому важно задуматься, от чего надо защищать детей. 1 июня у нас День защиты детей. От чего нужно защищать детей? От плохих детей, от чего-то плохого и падания. От жестокости, от подлости, вообще от всего такого. Чтобы детям было всегда, они не боялись никуда ходить, чтобы им было уютно и, в общем, хорошо жить. От зла, от того, чтобы ребенок был всегда в безопасности. От солдатов. А еще от кого? Террористов. Защищать, скорее всего, оберегать их надо, естественно, чтобы заразные болезни не поймали они. Все. А в принципе, у меня 3 внуков, всех защищаю, люблю. От болезней. И еще от незнакомцев. От бабаек. Что такое бабайка? Ночью боюсь ее. С Днем защиты детей! Летний отдых для детей обещает быть насыщенным. В Ленске его подготовка уже на стадии завершения. С 1 июня заработают пришкольные площадки. С этого же числа и начнется трудовая деятельность ребят. А с середины июня откроется еще и детская база «Алмаз». Городские школы Ленска, Центр дополнительного образования СРГ с 1 июня организуют для своих учеников на базе школы лагеря дневного пребывания. Не учиться, как обычно в стенах школы, а отдыхать ребята будут 21 день. На день рассчитано 3-разовое питание. Составлен план мероприятий. Еще один вид занятости детей – проведение профильных лагерей. В школе номер 4 это будет математическая школа, в 3-й школе это будет художественное направление, в Артанахаре это будет экологическое направление. То есть вот такие разные направления, где ребятишки могут также прийти на день, позаниматься и пообщаться, и получить какое-то тоже, да, есть питание тоже в профильных лагерях.
Как обычно, будут организованы и трудовые бригады на базе станции юных натуралистов и 2 поселковых школ. Привлечь к такой занятости планируется 170 ребят. 150 из них – это дети, находящиеся в сложной жизненной ситуации. Детки будут заниматься у нас озеленением, посадкой, опять же, уборка территории, уход за животными, кормление, чистка клеток – все входит в их должностные обязанности. Многие образовательные учреждения запланировали многодневные походы. Будет работать ежегодная программа «Дворовой вожатый». Также дети будут привлечены для работы на пришкольных территориях. Таким образом, мы планируем организованным отдыхом именно охватить 1988 детей. Пришкольные участки также, более 600 детей будут работать на пришкольных участках. Самозанятость детей, индивидуальное трудоустройство. И в итоге мы планируем охватить 4288 детей отдыхом вот в этот период 2021 года. Кроме всего вышеперечисленного, начнет свою работу детская оздоровительная база «Алмаз». В лагере большой бассейн, веселые дискотеки, целый день занят и очень вожатый. Там трехразовое питание, мы ходим на речку. В общем, там очень круто. И вот думаю поехать в этом году тоже в лагерь. На летний отдых детей из бюджета Ленского района выделено 53 миллиона рублей. Прием детей в лагеря дневного пребывания и оздоровительную базу «Алмаз» будет осуществляться при проведении теста на ковид, наличии медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, в том числе об эпидокружении. Летний отдых для школьников только начинается, но он уже обещает быть ярким, насыщенным и познавательным. Светлана Болева, Виталий Андреев, Ленск. О том, как будет организован летний отдых для детей и какие новые правила должны соблюдать лагеря отдыха, мы поговорим сегодня в студии с нашим гостем, министром образования и науки Республики Саха-Якутия Сивцевым Михаилом Петровичем. Доброе утро. Доброе утро. Михаил Петрович, у школьников начались долгожданные каникулы. Когда откроется сезон летней кампании и в каких условиях она будет проходить? Коллеги, во-первых, я хотел поздравить вас с этим замечательным праздником, с Днем защиты детей. Действительно, в эти дни мы уже запустили традиционную летнюю кампанию, но основная масса начнет работать с 5 июня. Мы сейчас с 5 июня запускаем так называемые лагеря дневного пребывания. В основном они организуются на базе наших школ. А с 15 июня по всей территории республики запускаются наши стационарные лагеря, где у нас дети будут отдыхать в течение 3 недель, то есть с полным пребыванием на базе этих лагерей. Всего в республике, вы знаете, за лето мы организовываем порядка 500 таких лагерей. В рамках первой смены запускается 375 таких организаций отдыха и оздоровления детей. Сейчас дети, которые поступают в стационар, то есть на дневное пребывание в этих детских лагерях, нужно ли им сдавать тест на COVID-19? Да, на сегодняшний день мы говорим о тех ограничениях, которые, к сожалению, у нас имеются. Это связано с распространением новой коронавирусной инфекции. В первую очередь мы говорим о создании безопасных условий для наших детей, которые выражаются в том, что все работники наших лагерей отдыха должны быть здоровыми. Для этого мы проводим за 3 дня обследования. Это первое. Второе, мы говорим о том, что необходимо организовать организацию отдыха в закрытом режиме, то есть это одномоментный заезд и полное пребывание всех работников и детей на базе этого лагеря. То есть теперь родительского дня не будет? Но в большей степени мы говорим о таких лагерях на территории муниципалитетов, которые находятся у нас по мнению оперштаба, по решению оперштаба в красной зоне. На сегодняшний день не очень-то хорошая ситуация у нас на территории города Якутска, все мы знаем, да, из сведений оперштаба, Мегина, Хангаласского района, в этих муниципалитетах. А в остальных муниципалитетах, безусловно, соблюдение требований Роспотребнадзора, и мы, в принципе, работаем в традиционном режиме. Те ребята, которые планируют выезжать за пределы республики, они сдают анализы на ковид, и мы также взаимодействуем с принимающими субъектами, их уведомляем, что наши дети здоровые, прикладывают они к документам
справочку по ситуации на территории субъекта и муниципалитета. Я так понимаю, будет также организован отдых детей за пределами республики. И какие санатории, лагеря ждут якутян? Это тоже наше традиционное мероприятие. Мы в этом году планируем охватить организованным выездом порядка 800 детей. Из них 379 детей поедут по линии Министерства образования и науки, Черноморские побережья и Приморский край. А порядка 400 с лишним детей они поедут по соглашению с министерством, то есть с нами в Артек, Орленок, Смену, ну и часть ребят ВДЦ Океан. Но вот вторая группа детей – это в основном группа детей, которые отличились в учебе, они сами получили эти путевки, приглашения от наших всероссийских детских центров. Вот нововведение этого года стала программа «Туристический кэшбэк». Вот как она будет работать? Да, на сегодняшний день для того, чтобы получить возврат стоимости путевки, необходимо зарегистрироваться на сайте «Мир путешествий», самостоятельно произвести оплату стоимости путевки, и в течение 5 дней на карту возвращается 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Но здесь какое обязательно, во-первых, требование. При регистрации необходимо указать свою карту, привязать его, зарегистрировать к системе МИР. И найти именно организацию отдыха и оздоровления детей из этой платформы. То есть, выбрав регион, вы выбираете именно лагерь, и там, в принципе, непростая процедура. И часто задают вопрос, то есть на одного родителя, то есть один возврат или на каждого ребенка мы можем получить возврат. Да? Тут ограничений нет. Если вы произвели 2 платежа, то есть на 2 ребенка, то значит у вас будет 2 возврата. 3, значит 3. Там ограничений нет. А есть ли какие-то, допустим, привилегии для семей, неполных семей, где один родитель у деток, либо, может быть, многодетные? Также этот туристический кэшбэк действует? Нет, в этой системе пока такого нет. То есть здесь говорится о возврате от всех путевок. То есть это общая сумма? Есть ли какие-либо программы по трудовой занятости детей на лето? Если да, то как в них можно принять участие? Организовано наши вообще лагеря, они работают дневного пребывания на базе наших образовательных организаций. Да, мы видим, в основном спрос есть на образовательный отдых, так называемый, с изучением иностранного языка, либо другого. Музыкальные лагеря, танцевальные. Программирование очень пользуется большим спросом. Тем не менее, официально у нас зарегистрировано 22 лагеря труда и отдыха по территории республики. Они тоже планируют работать. Ну и сюжеты мы видели, что на базе школы Ленского района, да, детишки в том числе занимаются и немножко работой. 500 лагерей по всей республике и только 22 трудовых. А вообще, насколько это популярно сейчас у родителей, как они эту инициативу поддержали? Я сейчас говорю о статистике только по линии Министерства образования и науки. Мои коллеги из Госкомзанятости, они тоже по своей программе организовывают летний отдых, то есть и занятость детей. Там как раз-таки предусмотрена эта программа. В том числе у Госкомзанятости есть программа организации детей на базе Аленстадов. Это тоже такая интересная программа для наших арктических районов, тоже пользуется большим спросом. Большое спасибо за такую интересную беседу. Мы также присоединяемся к поздравлениям. Поздравляю вас с первым днем лета, и мы двигаемся дальше. Друзья, уже сегодня мы подводим итоги конкурса рисунков телеканала «Якутия-24» глазами детей. Мы благодарим всех, кто активно участвовал в нем, а поступило очень много работ. Есть даже работы коллективные, которые выполнены рисунки в разной технике. Напомним, что жюри определило победителей в 3 возрастных категориях. Сегодня в конце нашей программы мы объявим их имена. Все конкурсные работы размещены на сайте ek24.ru и на официальных страницах телеканала «Якутия-24» в социальных сетях.
Остались буквально считанные минуты. Друзья, а вот фотограф на Чукотке снял игру белых медведей в воде с мелким рыхлым льдом. Фотограф Максим Деминов снял на видео, как белые медведи резвятся в воде и шуге. В кадре 4 белых медведя, которые с головой погружаются в воду, затем выныривают, пытаются играть друг с другом, трясут головами, захватывают ртом мелкие льдинки и кувыркаются. Судя по комментариям на видео, в воде все это время резвились медвежата, а на берегу их ждала взрослая медведица. К дрону, на который снимал видео фотограф, косолапы уже привыкли и даже не обращали на него внимания. В августе этого года крупнейшее предприятие республики Якутцемент будет отмечать 50 лет запуска цементного производства. Еще до выпуска первой партии клинкера и цемента при заводе была открыта собственная лаборатория, основной функцией которой является контроль качества на каждом этапе производства, начиная от поставки сырья с карьера, заканчивая испытанием полученного в ходе производства цемента. Но управляет этой серьезной лабораторией хрупкая женщина Нина Заковряшина. Сюжет Виолетты Засимовой. Героиня сюжета Нина Заковряшина родом из Амурской области. В 1962 году ее родители перебрались в Якутию, в небольшое село Качекаце. В школу маленькая Нина пошла уже в местную. После ее окончания юной абитуриентке не удалось набрать достаточное количество баллов для поступления в вуз. И чтобы не терять время попусту, она поступает на работу в недавно открывшийся цементный завод в поселке Махсагаллох. На этом заводе я с 5 апреля 1973 года и отработала чуть меньше 2 лет и по направлению поехала учиться в Белгородский технологический институт. В 80-м году закончила, приехала сюда и так и работаю. Нина Заковряшина прошла весь карьерный путь от рядового лаборанта до начальника лаборатории. Руководство одним из самых важных отделов завода ей доверили в 2009 году. Специалист, конечно, очень талантливый, очень хороший. Как человек она добросовестная, отзывчивая, понимающая. Все только хорошее можно сказать. Как руководитель? И как отличный руководитель. Лаборатория, которой заведует Нина Заковряшина, ведет непрерывный контроль качества. Сырья, добываемого на Сособыдском месторождении, например, известняка, гипса, также полуфабрикатов типа шлама, клинкера и, конечно же, готовой продукции цемента. То есть мы отвечаем за каждый выпущенный 1 килограмм мешок этого цемента, потому что от этого будет зависеть работа, выполнение планов, работа нашего предприятия. Естественно, качество – это такой показатель, без которого никуда. В лаборатории работают около 50 человек, и почти все представительницы прекрасного пола. У нас один мужчина-слесарь, остальные все женщины. Текучести у нас нет. Единственное, что у нас девочки приходят в 2-й разряд, они потом поднимаются выше, а так у нас... К юбилейной дате учредитель завода компания «Восток-Цемент» закупила для лаборатории аналитический прибор с очень сложным названием – спектрометр рентгенофлуоресцентный последовательного типа S6 «Ягуар». Для нас, далеких от научной деятельности людей, это неизвестный и непонятный аппарат, а для Нины Заковряшиной и ее сотрудников – долгожданное и необходимое приобретение, которое упростит некоторые процессы в лаборатории. По словам героини сюжета, вхождение Якутцемента в группу компаний «Восток-Цемент» – это один из самых важных этапов в развитии завода. Это наши родственные души. Когда мы стали в одном концерне, конечно, у нас очень многое поменялось. Мы такие ремонты делаем, строительство, знаете, это 3-й линии, это долгожданный горизонтальный бассейн, который действительно усредняет хорошо это сырье, которое подается на печь. И у меня была всегда мечта такую маленькую сепараторную мельницу, а такую мельницу мы построили. Юбилейные мероприятия Якутцемента запланированы на середину августа этого года. Как мы сообщали ранее, на базе предприятия должен распахнуть двери обновленный корпоративный музей, главным экспонатом которого станет интерактивная модель цементного производства. Специально для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус.
Кстати, Руслан, а у тебя есть хобби или какое-либо увлечение? Да, конечно, и оно напрямую связано с моей работой на телевидении. Дело в том, что я увлекаюсь видеосъемкой, также рыбалкой, активным отдыхом. Да, иногда даже так бывает, что я забываю, работаю я сейчас или отдыхаю. Ну, это вот замечательно. Ну, дом, работа, внуки. Вот иду к маме сейчас. Помощь. А так люблю книги читать. Ну, я шитьем занимаюсь дома. Ну, всякое, могу и вышивать, переделываю все. Как, чтобы время быстро прошло, делаю. Ну, мы гуляем иногда, я катаюсь на велике, спорт такое. Знаю, на мотоциклах люблю кататься, мотоцикл свой есть, на мотоцикле в основном езжу. Еще что, с девушкой время провожу, как-то хобби, летом рыбалкой начинаю заниматься, на ночные рыбалки ходим. В основном сейчас в огороде занимаемся, готовимся, картошку садим, грядки копаем, теплицы занимаемся. Бывает и рыбачим, ездим вот сюда на Солу бывает выезды, но не такие, на речку выезжаем. Когда наработаешься, устанешь, уже не до развлечений. А вот герои следующего сюжета признаются, что без своего увлечения уже не представляют свою жизнь. В Якутии умеют танцевать все, уверяет руководитель Центра колонетики и танца Марина Кузьмина. О танцах без возраста в следующем материале. В красивом месте с красивым танцем. Участницы танцевального флешмоба заряжают даже случайных зрителей особой энергетикой. Этой зимой зумба минус 45 зажгла соцсети. Танец в меховых изделиях, меховых шубах, вязаных перчатках произвели настоящий фурор в интернете. Участницы танцевального ансамбля под руководством Марины Кузьминой передали некий месседж, то есть послание всему миру, что даже после 50, 60 и даже 70 лет можно вести активный образ жизни. Вне рамок возраста и танцевального опыта. Эти люди танцуют от души и для души. В свои 62 Ирина Шевченко завораживает зрителей своим танцем. Ирина Ликнатовна – бухгалтер. С детства очень любила танцевать. 5 лет назад пришла на занятия. Танцы увлекли и затянули. Приходим на танцы, у нас все плохое, все плохое настроение, то, что у нас там за плечами, мы все оставляем, и мы танцуем с удовольствием. И после этого целый день просто хорошее, отличное настроение. В прошлом профессиональный артистка Национального театра танца, опытный педагог Марина Кузьмина отмечает, танцы и возраст совместимы. В Якутии танцуют все, уверяет хореограф. Несколько лет назад решил организовать Центр колонетики и танца, где женщины занимаются по 4 направлениям. Есть такая фитнес-программа, танцевальная фитнес-программа, называется Zumba Gold. Это новое направление, очень легкое, доступное, все могут танцевать. И Zumba Gold – это золотой возраст. Когда я закончила курсы по Zumba Gold и когда дала объявление, полностью мой зал был полный, где-то 40-50 человек сразу собралось. Им сразу понравилось. Это очень легко, драйвово, весело, да, нет никаких сложных движений, поэтому это всем доступно. И увлечение, и лечение. Танец помогает бороться с депрессией, улучшает сердечную деятельность, дает аэробную нагрузку и развивает выносливость. Некоторые виды танцев особенно полезны после 60+. Люди сейчас очень разные. Возраст как-то поменялся. Раньше, например, если в 50 люди вовсе почти не танцевали, то сейчас у женщин в таком возрасте уже и внуки большие, и карьера приличная. Поэтому остается время на хобби. И люди ходят кто на плавание, кто на танцы. Не навреди. Главный принцип, которого придерживается Марина Кузьмина. Танцы при эмоциональном выгорании восстанавливают ресурсы, заряжают энергетику и лечат от стресса. У танцоров задора в душе хватает и после танцев. Они собираются, чтобы просто пообщаться. Чаепитие часто превращается в капустник, а пол – в танцевальный паркет. Уже 2-й год они все вместе ездят в Амгу, где отдыхают и душой, и телом. Даем пример нашим женщинам возрастным, да, что не надо сидеть дома, надо вести активный образ жизни, танцевать и веселиться. Все женщины этого сообщества – яркие мотиваторы. Ведь все они любимые бабушки, мамы и жены. О своей 60+, они не задумываются. Ведь поймать ритм здесь – самое главное.
Ирина Григорьева, Илья Сыромятников, Якутск. Замечательный пример для подражания. Вот когда бабушка в хорошем настроении и внуков всех встретит, обласкает, и еще и успеет на танцы сбегать. Действительно, очень позитивный пример. Ну а продолжает наш эфир новостной блок от Влада Давыдова. Коллеги, доброе утро, уважаемые телезрители. Новости к этому часу. Производители и поставщики сахара в России вскоре перестанут сдерживать цены на сахар. Соглашения, которые они заключали с Минсельхозом и Минпромторгом, истекают 1 июня этого года. Об этом сообщает «Парламентская газета». Напомним, данные меры были введены в конце прошлого года по поручению президента Путина из-за резкого подорожания продовольствия. Сахар тогда взлетел в цене на 75%. Для сдерживания цен власти заключали соглашения по стабилизации цен с участниками рынка. Изначально они должны были действовать до 1 апреля, но Кабинет министров решил пролонгировать их еще на 2 месяца. Более продлевать эти меры не планируется, заявил глава Минсельхоза России Дмитрий Патрушев. Информацию о паромных переправах, расписание рейсов, стоимость перевозок и движение паромов теперь можно отслеживать через мобильное приложение «Паромы Якутии». Сервис уже доступен на платформах Google Play и App Store. Приложение разработано Республиканским центром инфокоммуникационных технологий. К сервису сейчас подключены 2 паромные переправы. Это Якутск-Нижний Вестях и Качекацы-Максагалох. Для отслеживания передвижения паромов в режиме онлайн на судах устанавливают спецтрекеры. Также к вниманию пассажиров объявили, что с 1 июня по направлению Якутск-Нижний Вестях и Якутск начинает курсировать теплоход «Рукавишников». Судно будет ходить с 9 утра до 7 вечера по предварительному расписанию. Стоимость проезда 250 рублей, сообщает Лена Транс. К другим темам. Эшелон боевой техники прибыл в Тынду. Акция под названием «Мы армия страны, мы армия народа» объявлена Министерством обороны Российской Федерации. Днем ранее в столицу БАМа выехала группа отряда юнармии Алданского района. В Тынде алданцы ознакомятся с эшелоном боевой техники, воплотившим героическое прошлое народа и достижения российских вооруженных сил. На пункт сбора 12 бойцов прибыли без опозданий. Отъезд предварило традиционное построение. До Тынды юнармейцы отправились автобусом. Путешествие занимает порядка 8 часов. Ребята ожидают экскурсии по выставочным экспозициям и концертная программа. После встречи эшелона группа отправится домой. Ну, получается, это эшелон сформированный полностью из современной техники вооруженных сил, из техники, которая стояла на вооружении, техники, которая побывала в боевых действиях в Сирии, из отдельных вагонов, которые посвящены вооруженным силам, посвящены юнармии, посвящены истории нашей страны. Ну, очень интересная выставка и очень познавательная. Сейчас приходит в Тынду Северобайкальская, дальше идет по городам нашего округа, но, к сожалению, в Якутию он не заходит, поэтому нам приходится ехать туда. Впервые за 50 лет якутяне смогут увидеть кольцеобразное затмение Солнца, которое произойдет 10 июня. Как сообщили в пресс-службе Московского планетария, максимальную фазу затмения смогут наблюдать в Якутии и на Чукотке. Она составит 0,94 и наступит в 19:40 по местному якутскому времени. Во время затмения Солнце будет находиться в созвездии Тельца. Таковы новости к этому часу. Удачного вам дня. Будьте в курсе с нами, с телеканалом Якутия-24. В зоопарке Вудленд Парк в США у рыжей лемурихи Салли родились 3 детенышей. Мамы и малыши пока не выходят на публику, но сотрудники зоопарка сняли видео, как 3 маленьких лемуров играют друг с другом и как Салли нянчится с ними. Малыши получили имена из малагасийского языка. Ланитра, что значит небо, Алина – ночь и Кинтана, что означает звезда. А пол маленьких лемуров пока неизвестен. Его можно определить, когда детеныши подрастут. Рыжие лемуры живут во влажных и тропических лесах Мадагаскара и относятся к видам, находящимся под угрозой. А прямо сейчас к нам присоединился наш экономический обозреватель Ниргуяна Иванова.
Объем добычи угля на Эльгинском угольном комплексе в Якутии в годовом выражении достигнет 18 миллионов тонн, а к 2023 году увеличится до 45 миллионов тонн. Кадровая потребность на Эльге на данном этапе развития составляет порядка 10 тысяч человек с перспективой развития до 20 тысяч. В связи с этим решено создать специальную образовательную программу для подготовки кадров на базе Южно-Якутского технологического техникума и Технического института СФУ в Нерюнгри. В настоящее время на месторождении работают почти 2000 человек. «Газпром» построил 261 километр участка газопровода «Сила Сибири» от Кавыктинского до Чаендинского месторождения. Таким образом, «Газпром» построил уже 32,5% участка «Силы Сибири» от Кавыкты до Чаенды. Отметим, что Кавыктинское месторождение будет подключено к «Силе Сибири» в конце 2022 года. Пока на этом месторождении идет строительство первоочередных объектов обустройства, начаты фундаментные работы и монтаж металлоконструкций на площадке установки комплексной подготовки газа номер 2. Продолжается эксплуатационное бурение. Также «Газпром» продолжает обустройство Чаендинского месторождения в Якутии. В прошлом году на Чаенде были в том числе запущены в работу установка предварительной подготовки газа и более 100 газовых скважин. В планах на 2021 год, в частности, увеличение фонда эксплуатационных газовых скважин. Компания «Алроса» получила положительное заключение главгосэкспертизы по проекту отработки запасов подземного рудника «Удачный» до отметки 780 метров. В ходе проведения инженерных изысканий на месторождении был пробурен ряд контрольных скважин глубиной до 13 метров. Лабораторные работы позволили изучить физико-химические свойства грунтов и водных вытяжек из них. Кроме того, специалисты компании провели сбор, систематизацию и обработку материалов изысканий прошлых лет, а также камеральную обработку материалов полевых и лабораторных исследований. Кстати, Руслан, вот что для тебя кэш? Кэш, ну, после новостей экономики для меня это money, наличные деньги. Да, это все очень хорошо. Все любят кэш, все любят money, и это замечательно. Но, кстати, не всегда. Иногда из-за кэша может тормозить компьютер. В общем, давайте разберемся, что же это такое в нашей следующей рубрике. Добрый день, уважаемые телезрители! Итак, что же такое кэш и почему его надо очистить? Конечно, техническая сторона вопроса не в моей компетенции, но зато мы можем с вами поразмышлять о том, как появляются новые слова в русском языке. Конечно, в первую очередь нужно назвать заимствование. Вот именно так появилось в русском языке слово «кэш». Обратите внимание, что пишется слово это именно с буквой «э», а не привычным нам «е». Что же означает это слово? Согласно данным Большого словаря русского языка Сергея Александровича Кузнецова, оно обозначает память ЭВМ, предназначенная для хранения промежуточных результатов, а также часто используемых данных и команд. Еще нужно уточнить, что это слово имеет помету специальную в словаре, которая указывает, что его распространение ограничено. Конечно, вы можете со мной поспорить, но пока вот данный словарь дает именно такие. А вот слово «очистить» в русском языке было всегда. Оно древнерусского происхождения. И это слово, оно означает, не первое это его значение, это его второе значение, оно имеет такое: освободить от чего-то засоряющего, убрать лишнее и ненужное. Так в русском языке в одном словосочетании соединились два слова. Одно иностранное, совершенно новое, а другое старое русское слово. Всего доброго! Давайте говорить правильно. У школьников начались самые длинные каникулы. Можно забыть про уроки, домашнюю работу и контрольные. Самое время наслаждаться каждым теплым днем, а также можно поучаствовать в книжном челлендже, составив список книг и прочитав до конца лета. Обзор на лучшие литературные произведения провел ученик 4 класса 17-й школы Игорь Габышев. Здравствуйте, меня зовут Габышев Игорь. Я заканчиваю 4 класс в 17-й школе. Читать я научился в 5 лет, но любовь к книгам появилась значительно раньше благодаря маме, которая читала для меня на ночь. Впервые Центр детского чтения я посетил также в 5 лет со своими сестрами. Там меня очень радушно встретили. Мне понравился выбор книг и журналов. С тех пор я стал постоянным читателем.
Я часто участвую в мероприятиях, которые проводит Центр детского чтения. Самым запоминающимся мероприятием был день, посвященный творчеству Джоан Роулинг по серии книг «Гарри Поттер». В 2017 году я стал лучшим читателем, а в этом году я участвовал в научно-практической конференции «Первые шаги в науку» и занял призовое место, участвуя с темой «Буктрейер. Современный способ рекламы книги». Одной из моих любимых книг является книга «Артемис Фаул», которую написал чудесный ирландский писатель Йон Колфер. Артемис Фаул в свои 12 лет очень любит разрабатывать коварнейшие планы, ведь чтобы вернуть былую славу некогда могущественной семьи, ему нужно получить золото волшебного народца и познакомиться с эльфами и гномами. Приходите в библиотеку, и вы познаете там много всего интересного. Ну вот и настало время подводить итоги нашего конкурса телеканал «Якутия-24. Глазами детей». Мы пригласили специального гостя. Мария Куницкая, председатель жюри конкурса, главный художник телеканала НВК «Саха». Доброе утро. Доброе утро, Вет. Расскажите, вот по каким критериям отбирались победители? Ну, во-первых, сразу хочу отметить, что всегда приветствовала самостоятельность работы, творческая направленность, то есть раскрытие темы обязательно, чтобы было видно, что эта работа посвящена Якутии-24. Приветствовались также и образность, и яркость, так скажем. А почему именно эти работы выбрало жюри и какую технику рисунка чаще всего использовали? Да, ну начнем с того, что при объявлении конкурса приветствовалась любая техника, и карандашная, и маркеры, фломастеры, даже компьютерная. Но просто, значит, во-первых, мы подошли так, чтобы все техники практически поучаствовали. Решили, что в разных возрастных группах мы выберем какие-то яркие работы просто. Выбирали, конечно, чтобы работа была яркая прежде всего. И чтобы в ней была вот эта детскость так называемая. Ну, раз ребенок сам рисует, должен, так сказать, проявлять свою внутреннюю составляющую. Вот мы это пытались сделать при выборе работы. А много ли вообще работ поступило, много ли участников, может быть, количество районов, которые участвовали в конкурсе? Да, работ было, не дать соврать, около 100, по-моему. Очень рисунков очень много. И я сразу хочу сказать, что даже охватывала территорию, даже, по-моему, Стикси даже были, я вот, если не ошибаюсь, работы. То есть работ было очень много, и ребятишки были вот в 3 возрастных группах, значит, от 4 до 8, от 9 до 12 и с 13 до 15 лет. То есть, по 3 рисунка мы выбирали, и, мне кажется, мы выбрали достойных. А в каких категориях чаще всего дети именно были больше участников? В средней, пожалуй, группе. Там это вот с 9 до 12. Да, но самое что интересно, что в средней группе было больше участников, но при выборе, вот когда, знаете, уже все отсеялось, осталась такая, основная масса таких самых лидеров, то там оказалось, что очень мало из этой группы больше до 15 лет. Вот этот парадокс, кстати, как-то отсеивались. Ну что, давайте, друзья, наверное, перейдем непосредственно к подведению итогов. Победителем возрастной категории с 4 до 8 лет стал 8-летний Айсен Николаев, воспитанник Верхневилюйского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей имени Седалищева. Знаете, мы практически единогласны эту работу, потому что, правда, согласитесь, сюжет такой хороший, интервью берут, прям все видно так хорошо, и фон есть, и интервьюирование, и журналист. И раскадровка хорошая. Да, замечательно. Хорошая раскадровка. Верно, правильно, Руслан. То есть мы еще с точки зрения телевизионщиков подходили. Отлично. В следующей категории, возрастной категории от 9 до 12 лет стал Павлов Слава, также из Верхневилюйского центра помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечительства родителей. Да, я вот здесь хочу работу отметить. Почему? Потому что предыдущая это была техника маркеров, да, карандашей и фломастеров, а здесь это гуашь. И я вот хочу сказать, что я просто настаивала, что это очень сложная работа. Гуашью писать очень тяжело. А я бы хотела отметить наших закулисных помощников. Да, совершенно верно. Просто можно взять это крупным планом, потому что
красивую картинку сделать не так-то просто. Есть люди, которые нам в этом помогают. Ну и победитель в возрастной категории от 13 до 15 лет стала Наталья Посельская из города Якутска. Мне очень приятно, что на этом рисунке я. Да, и вот смотрите, какое сходство. Мы еще из-за этого. Да. То есть, опять же, мы выбрали, поскольку техника карандаша, ну, раз мы заявили, что техника карандашная и разная, мы решили, что обязательно одна должна быть в карандашной технике. Ну и здесь такая скрупулезная работа, поэтому не могли ее не отметить. Также мы хотим отдельно выделить поощрительный приз самому маленькому Да, это такая участнику. малышка. Ну, посмотрите, какая прелесть. Прям чудесная работа. Детский сад «Незабудка» города Нерюнгри. Вот такая наша замечательная участник Коваль Виталий. Умница. Ну, я хочу еще отметить, что у нас в каждой возрастной группе мы выбрали по 2 дополнительных участника. Это вот надо, потому что, правда, детские рисунки – это такое ответственное задание выбирать, и кажется, ну, всех хочется, всех поздравить, всех наградить. Но вот еще мы дополнительно, у нас еще по 2 там есть участника. Да, у нас, кстати, большая просьба, если сейчас этот эфир смотрят победители, которых мы сейчас объявили, то вы можете позвонить нам прямо сейчас по WhatsApp номеру 8 914 273 44 88. Мы ждем ваш звонок и выведем в прямой эфир, с вами с удовольствием пообщаемся. А также давайте мы отметим еще лучшие работы, поощрительные призы, отдельные призы от нашей телекомпании, а также полугодовая подписка на журнал «Юность Севера» получают ребята. Их рисунки у нас вот в общем плане можно будет увидеть на стенде. Я бы попросила нашего оператора взять это крупным планом, потому что очень интересная работа. Мне вот нравится наш новостной ведущий, где прям так и написано: в студии работает Василий Радченко. Радченко был звездой, я вам хочу сказать. Это была звезда просто выставки рисунков. Да, поощрительные призы достаются Керемясовой Сардане, ученице 8 класса из Чурапчинской гимназии, Яковлеву Сергею из Татинского Улуса, Новгородовой Милане из Намской гимназии, Федоровой Софьи из Якутска с 26-й школы, Амалии Трофимовой, ученицы 6 класса села Улаханан Хангаласского Улуса, а также достается поощрительный приз Васильеву Даниэлю, воспитаннику детского сада номер 5 «Радуга». Спецприз от нашей телекомпании получит воспитанник детского сада «Незабудка» города Нерюнгри Коваль Виталий. Мы еще раз поздравляем всех победителей. Поздравляем всех победителей. Мы обязательно просим вас в течение дня связаться с нами. Мы объясним, расскажем, как вы можете получить свои подарки. Друзья, мы вас поздравляем. Мы поздравляем вас с праздником. Ну, а как говорится, в здоровой семье и бабушки здоровые, и детки. А хорошее настроение – это, конечно же, танцы. Мы желаем вам отличного настроения и до новых встреч в эфире.